Подкасты на тему трудовых отношений. Из чего состоит заработная плата? Дорогие друзья, заработная плата – это не определенная фиксированная сумма, как принято и привычно воспринимать. Допустим, работник получает в месяц 25 тысяч сомов. Нет, зарплату формируют несколько составных частей. Во-первых, необходимо иметь в виду, что имеется несколько систем оплаты труда. Труд работников может оплачиваться повременно, сдельно или по иным системам оплаты труда. Оплата может производиться по индивидуальным или коллективным результатам труда. Наиболее распространенной системой является повременная. Так, при повременной системе оплаты труда основу, базу зарплаты составляет часовая тарифная ставка или месячный должностной оклад. В зависимости от отработанных часов за отчетный период и начисляется заработная плата. За работу в выходные и праздничные дни, а также в ночное и сверхурочное время предусмотрена повышенная оплата труда, то есть ставка или оклад увеличивается в 1,5-2 раза. По разным основаниям к тарифным ставкам и окладам применяются коэффициенты, надбавки и доплаты. Законодательством предусмотрены надбавки к заработной плате за высокую квалификацию и профмастерство, за ученую степень доктора наук в размере 1800 сомов, а кандидата наук – 900 сомов в месяц, за звания, чины, классы, за выслугу лет, за работу в особых условиях, ежемесячные процентные надбавки и коэффициенты за работу в высокогорных условиях, доплаты за совмещение, за выполнение обязанностей отсутствующего работника, за ненормированный рабочий день. Также работникам могут выплачиваться премии. Особые заслуги работников следует поощрять, тем самым стимулируя сотрудников к еще более высоким показателям в ходе их трудовой деятельности. Предусматриваются премии за определенные достижения в работе или результаты по итогам работы за определенный период времени – месяц, квартал, год, по праздникам и другим основаниям. Большинство этих выплат производится в обязательном порядке, остальные – согласно коллективному договору. Вся сумма заработной платы должна выплачиваться официально, с обязательным удержанием подоходного налога и страховых взносов в соцфонд. Во многих частных организациях зарплата выплачивается в конвертах, то есть часть по ведомости официально, а основная большая часть – это черная, неофициальная зарплата. Это является нарушением трудового и налогового законодательства. Работодатель в таких случаях несет ответственность вплоть до уголовной. Идя на такой шаг, руководители организации преследуют две основные цели – уклонение от уплаты налогов и страховых отчислений и уход от ответственности за нарушение трудового законодательства. Это ущемляет права работников. Во-первых, работник теряет право на юридическую защиту. В случае споров и конфликтов он сможет претендовать только на сумму, проводимую официально по бухгалтерии. Во-вторых, не производится отчисление в соцфонд. Это отразится на размере пенсии работника. В-третьих, теряет бюджет страны. В связи с чем добивайтесь официальной выплаты зарплаты со всеми предусмотренными доплатами, надбавками и компенсациями. Выпуск подготовлен Центром исследований социально-трудовых отношений. Текст читал Урмат Борчанов. Подкасты на тему трудовых отношений.